17 августа в Якутске состоялось торжественное пленарное заседание 24-го международного форума «Аграрная наука сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии». Форум посвящен столетию установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией и проходит под эгидой 300-летия Российской Академии Наук и 65-летия Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени профессора Михаила Григорьевича Сафронова, ФИЦ ЯНЦ «Саран». Участников международного форума телефонограммой поприветствовал председатель Сибирского отделения Российской Академии Наук, академик Российской Академии Наук Валентин Парман, подчеркнув, что сибирская аграрная наука вносит неоценимый вклад в решение задач продовольственной безопасности страны. Министр образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Сивцев в своем приветственном слове отметил, что с точки зрения науки Якутия является самым интересным местом для приложения сил науки, аграрной в частности. Исполняющий обязанности директора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Образования, профессор, доктор биологических наук Кирилл Голохваст, Новосибирская область, выступил с докладом о 4-й научно-технической революции и сельскохозяйственной науке, ее вызовах и перспективах. Академик Российской Академии Наук, член Президиума Сибирского отделения РАН Александр Донченко, Новосибирская область, в своем докладе рассказал о научных изысканиях и разработках Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СФНЦА РАН. Так, разработанная в институте высокоточная тест-система ИФА для диагностики лептоспироза сельскохозяйственных животных позволяет ставить диагноз в минимально короткие сроки и осуществлять оперативный контроль за эпизоотическим состоянием. Председатель Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Михаил Лебедев выступил с докладом о развитии приборной базы институтов, станций и полигонов ФИЦ ЯНЦ «Саран». Михаил Петрович рассказал участникам форума о том, что в этом году Центр выиграл конкурс на предоставление из федерального бюджета грантов на приобретение нового оборудования, на средства которого в первую очередь будут закуплены современная молекулярно-генетическая лаборатория и газовый хроматограф. Это позволит выполнять научно-исследовательские работы в области биологии, медицины и сельского хозяйства на мировом уровне. Наши разработки направлены на создание благоприятных условий для жителей нашей республики, подчеркнул Михаил Лебедев. Директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова ФИЦ ЯНЦ «Саран», член-корреспондент РАН Леонид Владимиров в своих выступлениях подвел результаты 65-летнего опыта работы института, заострив внимание на научных вызовах исследователям-аграриям, связанных с освоением арктических территорий. Так он остановился на проекте по производству зеленого корма в закрытом грунте, который позволит обеспечивать сельскохозяйственных животных кормом и получать 3-4 урожая за вегетационный период в экстремальных условиях арктических широт. Руководитель научного направления Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии РАН академик Владимир Солошенко, Новосибирская область, выступил с докладом о перспективах развития мясного скотоводства в Сибири, где отметил особую роль кормов при выращивании говядины. В условиях Якутии академик Солошенко посоветовал развивать малые фермы. Директор Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Лупсан Занды Будажапов, Республика Бурятия, в своем докладе отразил
достижения и новые генно-клеточные технологии в создании и защите генетических ресурсов и сортов яровых зерновых культур криоаридных регионов. Он кратко ознакомил участников форума с технологией CRISPR-Cas9, при помощи которой можно редактировать любое ДНК. Директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Зайцев, представляющий Рязанскую область, рассказал о значимости генетической оценки отечественных пород лошадей. В своем докладе он отметил положительные качества местных пород лошадей, адаптированность к условиям окружающей среды и достаточную живую массу. Директор Тувинского научного центра, доктор биологических наук, доцент Чойган Самбыла и главный научный сотрудник Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, доцент Роза Чисыма, Республика Тыва, в своем выступлении рассказали об эколого-экономических аспектах приграничного сотрудничества России и Монголии на примере Республики Тыва. Вице-президент Шаньдунской биотехнологической компании «Билань» Китайской Народной Республики Ху Чжужань в своем видеодокладе рассказал о том, что компания занимается исследованием в области иммунной системы, направленной на повышение мукозального иммунитета. Билань Биотехнологи и Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства совместно проводят углубленные, фундаментальные и прикладные исследования по изучению микроорганизмов из мерзлой почвы, диких животных, мамонтовой фауны и других бактериальных ресурсов, а также по использованию микроорганизмов и их метаболитов и создание технологии функциональной оценки пробиотиков, механизма подавления патогенных микроорганизмов, функциональных пробиотиков, которые регулируют иммунную функцию организма, сообщил Ху Чжужань. Интересными оказались пленарные доклады ученых Национальной академии наук Республики Казахстан Галиалла Мейерман и Нурлана Токтарова. В завершении торжественной части президент Монгольской академии аграрных наук, вице-президент Монгольской академии наук, иностранный член Российской академии наук, академик Бадарч Дамба, Монголия за многолетнее развитие и укрепление российско-монгольских отношений в сфере аграрных наук вручил дипломы иностранного члена Монгольской академии аграрных наук директору ЯНИСХ имени Сафронова Фиц Янце Саран, члену-корреспонденту РАН Леониду Владимирову, директору Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства, члену-корреспонденту РАН Лупсан Занды Удажапову и начальнику научно-организационного отдела Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии РАН, кандидату технических наук Денису Шиповалову. Ученые-аграрии Евразийского континента продолжили работу на секционных заседаниях еще в течение 2 дальнейших дней. Краткий видеодайджест значимого научного форума мы предлагаем вашему вниманию. Если так говорить, то в России развивается 2 направления. Первое возникло где-то в 60-е годы, когда завезли герефордов. Это были герефорды, именно мясная порода. Из Канады и Великобритании были завезены. Но это были скороспелые типы, которые очень быстро, 13-14 месяцев росли, и можно было забивать. Затем, потребовалось более постное мясо. Уклон стал за породами, которые долго растут. Так появились растянутый тип, или высокорослый его называли еще, которые дают более высокую живую массу, но постное мясо. И, к сожалению, в погоне за скоростью роста часто забывали о качестве. И вот эта же самая мраморность, нежность, они были забыты. И когда уже стало мясо производиться больше других видов, например, птицы, свинины, вот здесь вспомнили, что качественную сторону надо тоже развивать. И поэтому эти работы как бы активировались сейчас. И вот в связи с этим возник спрос на ангусскую породу. Она как раз содержит
более мраморное мясо, больше количество жира, но, к сожалению, она не приспособлена ко всем условиям. И если сейчас взять условия Якутии, это же не Франция, это же не Великобритания, здесь нужны свои массивы скота, лучше приспособленные вот к таким условиям. Это, во-первых, и холодовый стресс переносили хорошо, могли тебеневать долгое время, ну хотя бы месяцев 8 они находились на пастбищном содержании. И вот здесь вступило в силу как бы влияние природы на качество продукции. И бытующая когда-то концепция о производстве мяса на комплексах, она потерпела фиаско. Были комплексы построены по итальянской технологии, они строились для свиноводства, для мясного скотоводства, но животное, не видевшее солнца круглые сутки, оно не могло синтезировать ценные питательные вещества, которые характерны именно для говядины. Но эта идея себя дискредитировала. Их было очень много таких комплексов. Это были в Ленинграде Пашский комплекс, в Подмосковье Вороновский комплекс, в Башкирии Юматовский комплекс. Их нет уже, они не существуют. И все вот из-за того, что нарушили взаимоотношения животные с природой, и поэтому качественная продукция не получалась. Но сейчас этот вопрос стал как бы, когда мяса стало много, достаточно много, вернее, то вопрос возник о качестве. И сейчас, слава богу, эти направления стали возобновляться, продолжаться. И хозяйство, вначале фермеры особенно. У нас-то, видите, в отличие от Мираторговской зоны, там, где европейская часть затронута, там земли более плодородные, климат более мягкий. Здесь этого нет. Поэтому здесь нужно создавать животных, которые восприняли бы от местных пород те качества, которые те обладают. Устойчивость к холоду, устойчивость к гнусу, способность потреблять большое количество трав различных и их переваривать. Зимнюю траву использовать, она же там клетчатки больше всего в ней, к сожалению. И вот сейчас это направление стало востребовано, и наука стала заниматься. Единственное, что сейчас хотелось бы увидеть, как государство действительно озаботилось этой проблемой, а здесь проблема еще и не только в мясе, а в том, чтобы занять человека. К сожалению, таких производств у нас, которые можно развивать, например, в глубинке, за 50-100 километров от города, таких производств чуть мало. Переработка не подхватила флаг этот. Я вижу, как у нас где-то, например, в той же Бурятии выращивают овец, шерсть никому не нужна. Смотришь, китайцы ее взяли, переработали, произвели прекрасные товары, и нам же их продают. Вот этого у нас, к сожалению, нет. И проблема внедрения новых передовых технологий, она тоже остается за бортом. Ученый сделал, сегодня говорили об этом уже не раз, ученый сделал, считает, что работа им выполнена, может быть, это действительно так, но нужна другая структура, новая структура, которая бы эту идею подняла и ее довела до конечного продукта, сделала, к примеру, взять тот же пуховая коза, две породы выведены, белая, серая, а продукция, мы же не перерабатываем, ничего не производим из этого. Опять у нас ее забирают, эту продукцию, тот же Китай, и делают прекрасные. Даже Монголия сейчас уже начала то же самое производить вот эти продукты, хотя у нее самой сырья достаточно много, но тем не менее вопрос актуальный, его нужно реализовать, и тогда и народ, который живет на местах в глубинке, у него будет заделье, чем себя занять, где заработать деньги. Поэтому развитие мясного скотоводства, табунного коневодства, я считаю, и оленеводство, естественно, то же самое. Я считаю, что это важнейшая тематика наших дней, которая должна быть услышана и приняты соответствующие меры со стороны властных структур, иначе один фермер ничего не сделает. Нужен целый консорциум, нужны ассоциации, нужны кооперативы по заготовке кормов,
нужна новая техника. Мы сейчас видим вот эти пожары. Когда-то уже была ж техника такая, которая могла осуществлять существенное воздействие на природу, предотвращая эти пожары. Те же траншеи, торфяники горят. Ну что там с этим? Пшикалка это, и что ты с ней сделаешь? Ничего не сделаешь. На село нужно обращать больше внимания, потому что без продукции села не способна ни одна отрасль, ни один человек существовать. Это важнейшее из направлений сельскохозяйственной науки. Сегодня завершилась работа 24-го международного научно-практического форума, посвященная аграрной науке. Я действительно впечатлена, что вот в рамках форума были предусмотрены все те моменты, которые будут способствовать развитию аграрной науки не только в Якутии, но и всей Сибири и Северной Евразии. Я, как представитель Республики Тыва, была довольна тем, что услышала очень много важных для развития науки фундаментальных и практических моментов, которых мы можем тоже внедрить для развития нашей республики. И, пользуясь случаем, хочу пожелать жителям Республики Саха-Якутия здоровья, долголетия и процветания. Мы представляем в Якутске Новосибирский государственный аграрный университет. Я очень рада, что мне посчастливилось приехать, посетить этот международный форум. Я представляю образовательную организацию, и на сегодняшний день основным драйвером развития сельскохозяйственной отрасли является интеграция бизнеса, образования и науки. И вот как раз-таки достаточно интересно, что многие исследователи, ученые с большой буквы, представляют свои доклады как раз-таки и со стороны образовательных учреждений, и бизнеса, и науки. Вот эта интеграция позволяет добиться значительных результатов в этом. Кроме того, обращает на себя внимание, что несмотря на то, что пандемия внесла определенные коррективы в нашу постоянную жизнь, некоторые положительные моменты, заключающиеся в том, что на сегодняшний день удаленно мы можем прослушать доклады ученых, находящихся в Беларуси, в Казахстане и даже в Китае. Этот международный опыт для нас достаточно ценный, и, собственно говоря, нам он будет очень полезен в дальнейшем. Уважаемые коллеги, мы очень рады на якутской земле присутствовать на этом мероприятии. Мы все очень хорошо поработали с вами и надеемся, что эта добрая традиция будет продолжаться ежегодно и стабильно. Я хочу еще раз заострить вопрос о том, что конференция плавно трансформировалась в форум, добавился политический блок. Мы будем сейчас наращивать эту тему, активно прорабатывать, возможно, с полпредом, чтобы резолюции нашей с вами конференции имели указательный характер для чиновников, а не просто рекомендательный. Потому что проблем очень много, мы все их знаем, но донести это будет очень сложно до власти. И вот, получив такой рычаг, такой инструмент, будем активно его реализовывать вместе с вами. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, сейчас заседаемся конференцию 24-ю международную. Так что там обсуждаются вопросы по развитию сельского хозяйства, по внедрению результатов научных разработок в производство России, Монголии и Казахстана, и даже Китая. Хорошо, что технология уже развита, а мы слушаем доклады например, из Монголии, из Казахстана, из Китая. И все там доклады очень интересные. С друг другом мы уже много узнаем, приобретаемся. И еще будет после обеда это самое круглый стол. А там мы будем обсуждать результаты нашей этой конференции. И думаю, что будут очень хорошие результаты, которые должны внедриться в практику России, в том числе Якутии, и Монголии, Казахстана и Китая. Так что это из разных уголок земного шара мы присоединяемся
в одном здесь в Якутии, и уже результаты все ясные, хорошие доклады, и ясные будут все результаты научных разработок будут внедрены в практику в России, в Монголии, и Казахстане, Китае. Так что я очень рад, что мы здесь собрались из-за разных углов земного шара по интернету. Это уже хорошо. Спасибо вам большое. Вот с 19 по 20 августа состоялся форум «Аграрная наука сельскохозяйственному производству». Выступили очень именитые академики и ученые. Было заслушано достаточно интересно много докладов по актуальным тематикам нашего региона и в России в целом. Хотелось бы отметить, что затронутые проблемы касались и цифровизации нашей сельского хозяйства нашего. Это сейчас наиболее актуальная проблема, так скажем, индустрия 4.0. Вот. И наша задача как сельхозвуза, как передового аграрного вуза и аграрной науки идти в ногу со временем и постараться дать знания в области цифровой трансформации нашего образования и науки. Спасибо. На сегодня республика испытывает очень большие трудности. Ну, это, конечно, отчасти глобального масштаба проблемы. События последних лет – это непрекращающиеся пожары. Вот, прошлый год, этот год сильные пожары. Вот. В прошлом году, если там по северам и так далее, в этом году очень пожары охватили центральную часть и Вилюйскую часть групп районов, улусов. И, конечно, в этих условиях потепления климата, общественность тоже, сельские товаропроизводители задаются вопросом, как нам дальше развивать сельское хозяйство. Вот условия меняются, климатические условия меняются. В этих условиях наши сельхозтоваропроизводители, конечно, очень находятся в тревоге. Как быть, как дальше развивать, где жить нам, например. Вот даже до такого доходит. Вот если в низинных частях затапливаются пойменные части и так далее, сенокосы, луга, пастбища, вот, дальше как нам развивать. Вот. И, конечно же, вплоть до того, что переселять даже вот населенные пункты надо повыше. Вот такие примеры уже есть. Например, в Намцах постоянно затапливаемые поселки перемещаются на повышенные участки. И вот, также засуха в последние годы нас беспокоит. Как дальше развивать нам скотоводство, коневодство, оленеводство. Все это, конечно, для этого, конечно, нам должны дать ответы вот, наше научное сообщество. Вот. И, конечно, вот такие мероприятия, они очень полезны. Заглянуть в будущее. Вот. Что нас ждет и как к этому быть готовым. Ну, международный форум идет уже второй день. Вчера было пленарное заседание. Позавчера был круглый стол первый. Сегодня после обеда будет круглый стол, где будем мы обсуждать пути развития сельского хозяйства нашей республики на основе научных разработок. Тут приехали наши коллеги с Монголии, коллеги с других городов. Это Хакасии, Тувы, Бурятии. У нас с ними общие цели и задачи. Некоторыми институтами у нас есть договора. Договора у нас есть Китайской Народной Республикой, Монголией и договора с нашими научными учреждениями. Мы сверили наши результаты
обменялись мнениями. И самое главное, мы нашли общий язык. И на основе этих переговоров будет оформлено соглашение между Монголией, будет совершенствоваться соглашение между Китаем и другими научными учреждениями нашей России. Очень рад был присутствовать и выступать на этом форуме. Действительно, этот формат мероприятия, он новый, интересный для нас. Как мы узнали, что эта конференция проводится уже на протяжении нескольких десятилетий, и, конечно, надо продолжать эту традицию. Мы с удовольствием в следующий раз большим коллективом ученых приедем, будем участвовать. И, конечно, мы видим, что в принципе у всех, и у растениеводов, и у животноводов проблема и методология сейчас практически одна. Это и генетические технологии, это и сохранение генофондов в первую очередь, потому что здесь совершенно уникальное место для проведения. Институт коневодства, он очень тесно связан с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства именно в области изучения коневодства, традиционных аспектов коневодства. И, как это обычно бывает, от лошади, от якутской лошади идет целое направление исследований. Это и продуктивное, и мясное, и молочное коневодство. И очень глубокие исследования уже в области кумысопроизводства, производства биологически активных добавок на основе микроорганизмов. Все это нам очень интересно, и мы будем только рады вместе продолжать эти исследования и приезжать как можно чаще и на конференции, и просто в рабочих каких-то моментах участвовать. Поэтому это прекрасное было мероприятие. Закончилась у нас вчера конференция наша большая, это 24-я. Я очень доволен, что несмотря на достаточно сложную эпидемическую ситуацию, пандемию, мы собрали более 140 человек из различных стран, в том числе те страны, которые напрочь были закрыты по поводу пандемии, и то оттуда с разрешения правительства нашего приехали люди, в частности из Монголии, и, в общем-то, провели достаточно хорошую конференцию. Я думаю, что то, что мы сейчас обсудили резолюцию, ее поправили, наметили, и если хотя бы эта резолюция на 30-40% будет выполнена, то мы сразу почувствуем многое в организации ветеринарного, сельскохозяйственного, зоотехнического, экономического, научного действия наших стран. Я думаю, что следующая конференция 25-я будет у нас в Новосибирске, и мы еще ее более в широком масштабе, я думаю, пандемии к тому времени уже не будет, и она будет сведена к минимуму, мы еще на более широком таком уровне проведем эти исследования, наши проведем встречи. И самое-то главное не в том, что там мы слушаем доклады, мы слушаем умные речи, самое главное в общении тех людей, которые приехали сюда и друг с другом общаются по своим научным вопросам. Это очень важно, очень интересно. И мы сегодня, для себя, человека, который прошел уже не один десятилетие в научном плане, я для себя многое нового услышал. Я даже отсюда везу не только новые какие-то умозаключения в научном плане, но даже везу препараты, которые мы будем опробировать, исследовать у нас в наших условиях Новосибирской области, Сибирского федерального округа.
Хотел в заключение сказать спасибо руководству института вашего, значит, Владимиру, который проявил просто сверхорганизаторские, значит, способности, и провели мы достаточно на хорошем таком уровне вот наше такое, наш большой фонд.